Современная статистика за ушедший 2017 год говорит, что официально зарегистрировано 10 052 развода. В Комитет по делам женщин к бесплатному психологу обращаются как мужчины, их беспокоит отсутствие работы и финансовая несостоятельность, так и женщины из-за проблем со свекровью и домашнего насилия. Критерии счастья таджикских женщин или каждая вторая несчастная, жизнь отдельной семьи, никелинизация, отсутствие вторых жен, нетрудовая миграция. 8 из 10 женщин отметили эти характерности простого женского счастья. Что это, несбыточные мечты или просто человеческое желание? На что готовы женщины, чтобы быть счастливыми, и почему каждая вторая в стране зачастую несчастна? Кем нельзя быть женщине в Таджикистане? Это, конечно, одинокой. Об этом мы упомянули в предыдущем репортаже. Все, кто является родней таджикской женщины, обязательно позаботятся об устройстве ее семьи и заверят, что она не попадет в число тех несчастных женщин, просто нужно довериться им, взрослым и успешным в семейной жизни. По традиции, если женщина в Таджикистане выходит замуж за младшего или единственного сына, она живет в доме с его родителями. Таков обычай. Она оказывает им должное уважение, следит за порядком в доме, воспитывает детей и иногда еще работает. Все это требует азиатское воспитание. Однако многие женщины признаются, что эта традиция делает несчастной почти каждую вторую келин, то есть невесту. Девушки рассказывают, что жить всем одной большой и не всегда дружной семьей тяжело. Новый человек, который, возможно, воспитывается в совсем другой атмосфере, как парниковое растение, должен привыкнуть к этой самой атмосфере, на что требуется время, которого попросту не дают. Свекровь, которая не всегда заменяет мать, и многочисленные соседи-родственники, чьи взгляды устремлены на невесту, вызывают напряжение. Одним словом, курс молодого бойца, и именуемая в народе келинизация. Еще один критерий, весьма весомый, по мнению женщин, полигамия. Она запрещена, кстати, в Таджикистане. За двоеженство в стране есть наказание, и довольно серьезно. То есть, если официальная жена вдруг узнает, что у ее мужа есть еще одна, она может написать заявление, и у супруга будут проблемы с законом. Однако, по рассказам женщин, это не всегда препятствие для любвеобильных мужчин. У этого также несколько причин. Одна из которых в том, что законная и так называемая первая жена была не по любви, а по сердцу родителям молодого человека. Дальше муж действует по зову своего сердца, тем самым делая несчастными всех участников этого треугольника. Еще немаловажный аргумент – трудовая миграция. По официальным только данным, в ней трудится около 1 миллиона человек, львиная доля которых женаты на местных таджикских девушках. Происходит это зачастую очень быстро и просто. Старшие женщины в семье ищут ту невесту, ее согласовывают с женихом, показывают фотографию. Молодой человек приезжает на родину, играют свадьбу, проходит 40 дней с мероприятия, жених уезжает, жена остается жить с его родителями. По мнению жен, это очень сложно. Сейчас женщины не соглашаются с этим вариантом, и многие едут вслед за своими мужьями. Подведя итог, можно сказать, что просто требуется абсолютно немного. Отдельный быт, человек по сердцу и по душе и неплохая работа, дабы муж не трудился с китменем и малярным валиком по 10 лет в другой стране, и каждая вторая несчастная будет более неактуальна.